В этом небольшом репортаже мы представим информацию об Азербайджанском университете АДА, который считается одним из лучших и может предоставить хорошие качественные знания для молодежи Кыргызстана. Кроме того, предоставить хорошую квалификацию для практикующих специалистов. Прежде всего, отметим, что университет АДА выделил место для кыргызстанских выпускников и студентов для бесплатного продолжения обучения по дипломатическим и другим специальностям. Об этом мы сообщим отдельно, а пока представим краткий рассказ об истории университета АДА и некоторых моментах. История университета начинается с 2006 года. Так, в марте 2006 года было создано высшее учебное заведение под названием Азербайджанская дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Азербайджана. Указом президента Азербайджанской республики от 13 января 2014 года университет АДА был создан на базе дипломатической академии Министерства иностранных дел Азербайджана и Университета информационных технологий в Азербайджанской республике. Его основная цель – подготовить мировых лидеров в области дипломатии, связей с общественностью, бизнеса, информационных технологий и системной инженерии. Основателем академии является Хафиз Пашаев, заместитель министра иностранных дел Азербайджана и бывший посол Азербайджана в Соединенных Штатах Америки. В одном из следующих выпусков нашей телепередачи мы расскажем вам о знаменитом дипломате Хафизе Пашаеве. С 2012 года он работает в новом кампусе «Зеленый и умный», расположенном недалеко от парка Деде-Кордук в Баку. С 2009 года преподает на уровне магистра, с 2011 на уровне бакалавра.
Съемочную группу передачи «Мост дружбы» пригласили на церемонию вручения сертификатов участникам из 17 стран, которые были приглашены на семинар повышения квалификации, организованный в университете АДА. Помощник президента Азербайджана, зав. Отделом иностранных дел администрации президента Азербайджанской республики Хикмет Гаджиев вручил сертификаты участникам из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран. Мы взяли интервью у некоторых получателей сертификатов. Мы договорились продолжить сотрудничество с университетом АДА. Добро пожаловать в наш университет. Как вы знаете, наш университет был создан 16 лет назад. Он начинал как дипломатическая академия. Сейчас он называется АДА университет. И периодически в нашем университете каждый год проходят курсы для дипломатов, для иностранных представителей. Это краткосрочные курсы, которые длятся неделю, 2 недели. И посредством этих курсов мы рассказываем иностранным дипломатам про наш регион, про внешнюю политику Азербайджана, про энергетическую политику Азербайджана, про экономику, транспортные проекты в регионе. Я думаю, что вот участие дипломатов и представителей из Кыргызстана на самом деле очень обогатило нашу программу, потому что в последние годы между нашими странами очень сильно идет политический диалог, очень сильно растет товарооборот, и мы стараемся углубить наши отношения. Поэтому вот такие визиты молодых дипломатов, когда они учатся у нас, наши едут учиться у них, это, конечно, помогает нашему взаимодействию, сотрудничеству. Я думаю, что в дальнейшем мы тоже будем это продолжать. Да, у нас есть специальная программа, программа стипендиатов для иностранных бакалавров и магистров. Обучение здесь, в Азербайджане, они живут в наших квартирах, они учатся в Баку, и таким образом мы увеличиваем количество наших иностранных друзей. То есть эти ребята, которые заканчивают наш университет, потом становятся друзьями Азербайджана. На данный момент у нас учатся студенты из 45 стран, и вот буквально недавно, 5 ноября, в Будапеште прошел первый форум выпускников, иностранных выпускников АДы. Очень хорошее мероприятие было. Будем в дальнейшем тоже увеличивать количество студентов и будем активно работать с нашими выпускниками. Значит, вот это короткое время вы очень много информации нам передавали. И мы, наверное, в следующих программах про АДА подробные репортажи будем представлять. Еще нашим кыргызстанским студентам что хотели сказать? Как раз вот хотел закончить свое интервью тем, что обращаюсь к молодежи Кыргызстана. Мы их ждем в Баку. Пусть они приезжают учиться у нас. В университете АДА образование на английском языке. Очень хорошие условия, современный университет. Много иностранных преподавателей. У нас есть обменные программы с ведущими вузами Европы. Поэтому приглашаем молодежь Кыргызстана. Пусть обращаются к нам, пусть пишут свои заявки. Будем рады их видеть в Баку. Жанна Ханым, добро пожаловали в Азербайджан. Что вы тут делаете? Чем вы занимаетесь? Почему вы оказались в Азербайджане? Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Джанара Самойбекова. Я представитель дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской республики. Приехали сюда исследовать Каспийский бассейн, изучать культуру, историю, внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана. Вы впервые в Азербайджане? Да, впервые. Как она вам понравилась? Очень понравилось. Очень добрые, приветливые люди здесь. История, кухня просто божественная. Еще что привлекло ваше внимание в Азербайджане? Мы вчера ездили в Агдам-Сити. Очень понравилось то, что представители
Азербайджана, показали и рассказали нам историю этого города, о том, как было до, как стало после оккупации. Вот. Очень рада, что все хорошо заканчивается для Азербайджана, так что да. Сколько вы уже находитесь в Азербайджане? Сегодня 6-й день. И посещали какое-нибудь знаменательное, то есть достопримечательное место Азербайджана? Если да, то где? Старый город. Очень интересно. Он большой, красивый, исторический. На каждом шагу истории прям пахнет. Язык у нас одинаковый, мы понимаем друг друга, как бы на кыргызском можно разговаривать и понять друг друга, да. А так, можно сказать, внешности, наверное, отличаемся, да. А что вы попробовали азербайджанской кухни? Что вы ели эти дни? Эти дни. Мы попробовали дома плов, очень вкусный плов. Также шашлыки ваши очень вкусные. И варенье. Супер варенье. Да. Это согласна с вами. Да. А люди какие они? Люди доброжелательные. Мы как братья, если честно, не вижу разницы. Так что даже так? Да. Как понимаем друг другу, делаем скидки на базарах, так что все хорошо. А какие у вас перспективы с Азербайджаном сотрудничества или работать, и приедете, или это просто так приехали, посмотрели? Нет, у нас в Дипакадемии есть меморандум с Ада University, так что да, у нас уже есть сотрудничество. Что вы хотите отсюда нашим кыргызстанцам пожелать? Желать, приезжайте в Баку, изучайте историю и культуру Азербайджана. Все. Наргиз Исмаилова, руководитель отдела повышения квалификации и тренинг-программ. Мы только что закончили программу Caspian Basin Studies для представителей более чем 15 стран. У нас было 27 человек, и в нашей программе участвовали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Узбекистан, Казахстан, также Италия, Бельгия, да, и многие другие, Киргизстан и многие другие. Очень удачно, что в данной программе в этом году были представительства фактически всех континентов, и разные видения были разделены во время программы. Участники слушали наших экспертов, наших спикеров, представителей разных отраслей. У нас участвовали эксперты из энергетической сферы, из экономической и так далее. И также участники имели возможность поделиться между собой своими опытами и опытами своих стран. Мы считаем, что данная программа очень успешная. Она помогает тому, чтобы налаживать отношения между Азербайджаном и другими странами, и также показать Азербайджан с лучшей стороны. Что даст им? Данная программа, мы считаем, что она дает и дала участникам возможность узнать о регионе, что непосредственно поможет им в их дальнейших карьерах, как представители их организации, потому что у нас здесь представители дипломатической академии, у нас есть исследователи, представители университетов, и непосредственно вот эта информация, которую они получили за эту неделю, они смогут это применить в своих работе, улучшить, вероятно, качество своей работы, и также, что очень важно, помочь налаживать отношения между нашими странами. Бажа, ассаламу алейкум. Вас тоже поздравляем. Принимали участие в этом проекте и сегодня получили сертификат. Ваши впечатления в этих квалификационных курсах и поездках в Баку? Я думаю, что организация на высшем уровне, сохранена, значит, логика именно предоставления материала, то есть это лекции, это абсолютно тренинги, это посещение государственных органов, плюс, конечно, последнее, то, что мы сделали вчера, это поездка в регион, где были военные конфликты. То есть уже когда эксперты воочию могут увидеть, что происходило с 1993 года. Поэтому с точки зрения дипломатии я хотел бы сказать, что кто видит вот то, что там есть, руины, осколки, да, заминированные земли, территории. Своими глазами. Своими глазами, да, тот уже будет правильно воспринимать, что означает дипломатия, то, что необходимо все вопросы решать именно дипломатией, не военными конфликтами, дипломатией, потому что страдает обычный народ. И в этом смысле, вы знаете, Казахстан ведет политику, которая направлена на решение вопросов
вопросов именно дипломатическим путем. Ну, как вы видите, пример Казахстана, что со дня подписания Декларации о независимости Казахстан полностью, значит, обозначил свои границы, подписал соответствующие документы. Поэтому это важный и правильный шаг. И когда на уровне президента озвучиваются такие вещи, что мы, значит, имеем свою границу, то каждому человеку очень важно понять это. И вот те небольшие вспышки, которые происходят на границах между, значит, Киргизией, Таджикистан, Узбекистан, то есть это показатель того, что вовремя не решили вопросы с границами. И в этом смысле, конечно, считаем, что вот пример Азербайджана, пример тех конфликтов, которые происходят на Украине и в России, да, что необходимо все решать мирным путем. Необходимо сесть за стол переговоров и договариваться непосредственно с коллегами, с людьми, да, именно за столом переговоров. Но ни в коем случае не брать оружие, ни в коем случае не доводить, значит, разрешение конфликта военным путем. Кстати, Бауыржан Бey, скоро годовщина Желтоксан. Спасибо. Но 16 декабря – это один из таких трагических моментов в истории казахского народа. Правильно вы говорите, в 1986 году казахская молодежь, она боролась за свою независимость. И сейчас мы, потомки этой молодежи, пожинаем плоды, живем в процветающем независимом государстве. И это очень важно понять, что мы можем делать все, потому что у нас есть своя земля, своя независимость, свобода. И я думаю, что наша молодежь, да, подрастающее поколение это ценит с точки зрения даже тех геополитических конфликтов, которые происходят в нашем регионе. Наши предки хорошо говорили, у кого, если нет прошлого, не будет будущего. Ну, мы очень ценим и уважаем наше прошлое, наших соседей. И у нас в идеологии уже заложено, что мы всегда во все времена уважали своих соседей, ценили, и все, что у нас есть, последнее мы отдавали нашим соседям, мы отдавали нашим гостям. История это показывает, и чеченский народ, да, был репрессирован, да, на нашу территорию, и очень много таких моментов в нашей истории. Поэтому, опять-таки, я говорю, что наше государство, наш народ, он приверженец мира, свободы, значит, разрешения любых вопросов, спорных вопросов только через мирные переговоры, через инструменты дипломатии. Спасибо большое.